Как раз вы по поводу договоров говорили, между собственниками и управляющими компаниями должны заключаться договора. При заключении договоров какие существенные условия должны быть приложения к договору? Так, управляющих компаний нету, конечно, как Александр Федорович, снова к вам. Придется отдуваться. Да, снова к вам. Если что, я поправлю. Какие именно? Ну, существенные условия договора, они, в принципе, стандартные. Место нахождения, чем занимается, то есть юридического лица, так? Ну и дальше, исходя из того, что какие существенные условия, ну, мы, во-первых, проводя собрание, вот эти вопросы рассматриваем изначально. Что будем рассматривать в условиях договора? Вы имеете в виду при заключении с ресурсоснабжающей? Между собственниками и управляющей компанией. Между собственниками и управляющей компанией. Так вот, для этого есть собрание. В ходе собрания люди обсуждают перечень этих вопросов, которые они будут затрагивать. То есть предельный перечень, то есть обязательный перечень, который предусматривает законодательство, либо они предусматривают дополнительные. Но все это, если они дополнительные, они все должны оговариваться в каком суммарном отношении. То есть в любом случае, это можно сказать, что собрание есть, это с другой стороны, тоже торг. Люди договариваются, соглашаются между собой. Заказчики. Да. Мне бы хотелось другое услышать. Давайте я скажу тогда. Все-таки два момента там. У нас есть требования жилищного законодательства, есть 416 постановление о договорах управления. Конкретно прописано требования к договору, что должно быть там отражено. То есть, понятно, Гражданским процессуальным кодексом там могут определить иные там дополнительные виды работ и услуг, собственных помещений, то, что я говорил, в рамках 290 минимальный перечень услуг, но обязательно должны быть там приложения, что включается общее имущество, приложение к договору, и плюс перечень услуг, что будет оказывать управляющая организация. И фактически, если есть у нас в Нижнем Новгороде прям идеальный пример, перечень работы и услуг, конкретно расшифровка, какая услуга, сколько она стоит, в случае неоказания услуг, какой перерасчет будет сделан. Это наглядно для собственных помещений и видно. То есть, если один день не оказали услуг какую-то услугу, там уже видно, сколько можно, то есть, сэкономить, ну, то есть не то сэкономить, а сделать перерасчет. Вот требования отражены в 491 постановлении и 416. Это о договорах управления, конкретно к договору управления. Общее имущество надо указывать, от этого зависит... Общее имущество обязательно. Что включает? Это запирающее устройство подъездов, там, и так далее, и так далее. Да. Там очень много. Согласно техпаспорт. Но не только. В принципе. Техпаспорт, он может быть построен дом еще в 80-х, 60-х годах, а сейчас, сегодня я то, что говорил, запирающие устройства, домофоны, там, так далее, они должны быть отражены. Сейчас обычно делают ограждение, там, так далее, ну, они должны быть отражены все. Ну что, рассматривая дальше вопросы договорные, хотел бы перейти уже председателем Совета многоквартирных домов, которые, соответственно, заключают или по решению собственников на собрание договора с управляющей компанией и как ведется работа между членами Совета многоквартирных домов. Вот эти вопросы. Первый хотел бы вам, Антонина Михайловна, вопрос задать. Значит, в каком случае председатель Совета многоквартирных домов может подписать договора с управляющей компанией без доверенности? Я хочу сразу отметить то, что мы каждый год проводим свое собрание с собственниками. В этом собрании мы обсуждаем плату коммунальных услуг, по текущему ремонту, по управлению. Если у нас имеется от управляющей компании перечень обязательных работ, мы ее рассматриваем, прежде чем принять, что там нужно, что не нужно, там, потому что общее пишется. Допустим, моему дому это не надо, и в моем доме не существует ни рамы, ничего там, все это видят, а все равно это перечень включается. Мы рассматриваем и принимаем, согласуем
с управляющей компанией и принимаем эту оплату. Но не так часто от управляющей компании можно получить вот этот перечень обязательных работ. В таком случае мы имеем свое право, собственники, устанавливать плату за коммунальные услуги по содержанию жилья и по текущему ремонту. Я к этому вопросу отвечу так. В каком случае я могу это иметь, это переговоры с управляющей компанией. Мы на каждом собрании, собрание мы так как проводим ежегодно, мы рассматриваем вопрос. Совет дома у нас существует. Мы с советом дома сначала обговариваем все вот это, и совет дома в составе совета дома и собственники помещений дают полномочию председателю совета дома подписывать все документы, которые касаются этому дому, в том числе и договор. Все понятно. А полномочия у нас всегда существуют. Четко, коротко, лаконично. Да, я маленько чуть-чуть еще добавлю, если с позволения вас. Вот смотрите, для председателя совета многоквартирного дома право без доверенности подписывать договор управления возможно при принятии общим собранием. То есть, если выбирается управляющая компания и собственники могут полномочить председателя совета многоквартирного дома единолично подписать договор управления. Такая возможность есть, в жилищном кодексе предусмотрено. И как раз председателю и членам совета многоквартирного дома дано право подписывать акты выполненных работ. Только председателю и совета многоквартирного выполненных работ принимают, то есть управляющая компания выполнила. В том числе и договор. Я вот по договору... Мы это отмечаем. Договор сказал, в своем решении. Договор сказал только по договору, имеете в виду сторонними организациями? Управление домом. Я вот сказал, при принятии решения, выбора способа управления, да, председатель совета многоквартирного единолично могут его подписать. Абсолютно я согласен. Вот я вот поправил. Поэтому при принятии решения в общем собрании. Только при наличии двух слов без доверенности права и обязанности, самые главные обязательства всех без исключения собственников помещений в данном доме появляются. А если нет этих слов, без доверенности, раньше было до 2020 года в решении общего собрания, председатель совета дома подписывает договор, но по этому договору управление домом становятся обязанными только те собственники помещений, которые принимали участие в этом собрании, за это проголосовали. Нет, не согласен. Посмотрите, пожалуйста, статью 161, точка прим. Я посмотрел эту статью, я его смотрел, и мы изучали и пленум Верховного суда, там где четко сказано, там более 50% собственных помещений, если заключает договор. Если принимает решение о полномочии подписания договора управления, председателя совета многоквартирного дома. Поскольку, если собственник помещений один на момент проведения общего собрания, не все собственники могут быть они в помещении, то есть где-то кто-то в отъезде, кто-то в отдыхе, кто-то в отпуске, еще что-то. Поэтому у них права нарушаются, понятно. Но там поэтому законодатель предусмотрел более 50%. Если принимают решение уполномочить заключить договор, остальные собственники должны подчиняться этому. Я в качестве дополнения скажу, что дело в том, что вашу версию некоторые жильцы предусматривают. Они действительно годами не платят, они ссылаются на эту позицию, как вы тоже. Закон ведь каждый читает по-своему, но дело в том, что если, значит, и зачастую бывает, что эти люди обращаются, чтобы им оказывали помощь, а когда мы собираем документы, подаем в судебные инстанции, то есть хотя бы с судебным приказом, судебный приказ решается однозначно. Закон не может быть конкретно к одному человеку, он имеет смысл обобщенности. Поэтому здесь вот есть более, то есть 50 и 1, более 1%, процент. Да. Большинством голосов, по-другому большинством голосов там принимается закон, в 46 статье.
указано. К этому вопросу чуть попозже вернемся, а сейчас такой вопрос. Непосредственно, наверное, к вам это относится. Я просто длинный этот вопрос, и искажать я не имею права, поэтому прочту. Вот. И тем более мы уже говорили, вернемся к этому вопросу. Значит, часть 7 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. Управляющая организация обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр лицензии субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора управления таким домом. Значит, изменение в реестр лицензии Чувашской Республики в отношении МУП коммунальной услуги не внесено. Ни одного договора управления в МКД не подписано. Это значит, что это управляющая организация, никаких договорных обязательств перед собственником помещения нет. Хотелось бы услышать многие мнения участников круглого стола по этому вопросу. Ну, смотрите, по этому поводу я не совсем согласен с этим текстом. Ну, согласен, может быть, да, некоторые, может, не поняли. Дело в том, что администрация города Канаш, после того, как мы исключили из реестра лицензий из управляющей организации МУП «Чистый город», администрация города приняла решение назначить временную управляющую компанию как раз коммунальные услуги. В связи с этим они направили письмо к нам, вот оно письмо есть, и решение, свой приказ о внесении для того, чтобы включили их в реестр лицензий на период временного управления распоряжения администрации города Канаш от 18 августа 2021 года номер 501. Они назначили муниципальное унитарное предприятие коммунальные услуги города Канаш на обслуживание по содержанию общего имущества. Срок обслуживания по ремонту общего имущества мы придумали временной управляющей организации до проведения конкурса. Я то, что озвучил изначально, до проведения конкурса, либо выбора способа управления на общем собрании. Часть собственников помещений уже реализовали свое право принятием общего собрания, часть домов уже ушли в другие управляющие компании. А по остальным пока идет процедура проведения конкурса. Мы включили в реестр. Да, мы включили в реестр, вот заявление поступило. Мы его включили в реестр лицензий, если я скажу, от 24 сентября 2021 года. Коммунальные услуги пока управляют, временно управляют. Поэтому может и без договоров? Да, без договоров. Потому что заключать договор они пока не вправе, поскольку в любой момент собственники помещений на общем собрании могут принять решение и выбрать управляющую компанию, либо ту же управляющую компанию, которая все понятно. Вопросов нет? Нет, есть все-таки. Есть? Давайте. Есть. Жилищный кодекс содержит раздел лицензирования. Там четко и ясно сказано, что при неназначении, а определении управляющей организации для тех домов, которые перешли от чистого города, не временной, а управляющей организации без слова временной на срок до 1 года, администрация города обязана в указанной в статье Жилищного кодекса сроки довести до собственников помещений в многоквартирных домов договор управления домом. А вы говорите, договора они еще нет. У них действительно у этой организации и у администрации вообще нет договора управления, который они приложить должны были к вашему, то есть к их письму и к постановлению. Я еще раз прокомментирую, еще раз говорю. По поводу временной управляющей компании, вы сами подтверждаете, при назначении или там при определении временной... Извините, пожалуйста, вы же заместитель. Да, при определении временной управляющей организации договор заключается между... Какой временной управляющей организации? Для чего в этом
в этом постановлении 501 администрации города, для чего назначена управляющая компания? Для управления. Управляющая компания временная, не управляющая организация. Она назначена не для управления домами, А для чего? давайте вот Обслуживание. назначить для осуществления обслуживания, в скобке выполнения работ Я читал. по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных Ну, домов. понятно. Где тут слова управления? Понятно. Вот смотрите, я всегда говорил, даже у себя мы, когда в коллективе в жилинспекции начинаем планерки проводить, круглые стола такие прочее, даже между собой у нас все юристы читаем по-разному пункты. То, что мы прочитали, я тоже его прочитал, буквально, чтобы дословно. Обслуживание, обслуживание, тут не говорится о том, что та управляющая компания, которая назначила или определила администрацию города временной управляющей организацией по обслуживанию этими домами, не обязана заключить. Я еще раз повторяю, я то, что озвучил, даже ресурс... То есть это не постановление Это об определении управляющей организации для многоквартирных домов, для 242. Это распоряжение о временной управляющей организации. Об определении Потому что для того, чтобы... по постановлению правительства Российской Федерации, ссылку делаю. Понятно. То есть у нас на территории Чувашской Республики законы, нормативно-правовые акты Российской Целый Федерации. пришли к тому, что мы говорим об одном и том же, просто Да, немного только не разных совсем сторон. понимаю. Хорошо. Терминология должна четко определять, о чем мы говорим. Назначение – это назначение, определение – это определение. И очень много здесь мы говорили о договорах. Можно я выступлю чуть-чуть? Вот у меня вопрос к управляющим организациям, присутствующим, ресурсоснабжающим организациям. Вот хотел бы я Кириллу задать вопрос. Они существуют с 9 года. Есть хоть один договор у них на прямые поставки, точнее, на прямые взаиморасчеты с собственниками жилья за эти 10 лет, 11 лет? Есть у них? Я уверен, нету. Ну, если 1% будет. Куда смотрит жилищная инспекция столько времени? Энергоснаб, например, который открыто мне пишет, что договора не нужны. Вот объясните мне, пожалуйста. Все. Да, я объясняю. Я только что прочитал. По поводу прямых расчетов, я сейчас туда не буду возвращаться в те года. Я по поводу прямых договоров. Я только что объяснял. С момента введения данного федерального закона о прямых договорах, так называемых, я сказал, если на сайте в открытом доступе ресурсоснабжающая организация выставляет договор, публичный договор, в течение 15 дней собственники помещения должны обратиться и заключить договор письменно, если хотят. Если не заключили 16 дней, считается заключенным. Об этом речь идет. Я вам изначально об этом сказал. Хорошо. Теперь к этому считается заключенным. Письменное соглашение нужно? Я еще раз говорю, оно нет необходимости в этом. Да. В законе И четко. мы фактически становимся рабами этой организации. Почему? Вы же Ну а как? вы вправе, собственник помещения, вправе инициировать собрание и перейти через управляющую компанию. Это ваше право. Есть у каждого собственника есть право. Вот, Александр Петрович, нам такого права не дают. Кто? Ресурсоснабжающая Подождите. организация. Вы же не прекратили Вы же хозяин в пользование вашем доме. этими услугами. Хорошо. Тогда вот Вот непосредственно... они должны доказать, что они нам предоставляют услугу. Евгений Валерьевич. Нет, вы прекратили пользование этими услугами? Евгений Валерьевич. Нет, Ну, вот. нет. Евгений Валерьевич, можно я вам один вопрос задам? В сторону ваших же вот этих высказываний. Значит, означает ли заключение каждым собственником помещения, действующим в своих интересах договора, содержащих положение о предоставлении коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и экоцентр, снятие с управляющих организаций ответственности за надлежащее качество коммунальных услуг? Вот продолжение этих вопросов, которые вы подняли. Вот я так понимаю, если мы не собрали собрание
и не приняли решение о прямых взаиморасчетах, я думаю, управляющая организация должна нести все свои обязанности. Все. Но получается, на практике получается так. Мы еще не решили на собрании. Мы не приняли решение о прямых взаимозачетах. А это управляющая организация уже свои обязанности не выполняет. И все ресурсные организации, ну, я так скажу, оговорился, не все, а вот возьмем конкретно, да, вот с кем мы должны были прямые взаиморасчеты сделать. Мы еще не согласились, а она уже руки тянет. Товарищ пенсионеры, дайте В это нам же время денег. вы осуществляете приемку и А что? пользуетесь этими услугами. Вы же не отказываетесь от потребления воды, электричества, правильно? Евгений Валерьевич, Андрей Викторович, сейчас я договорю. А я им давал согласие, что я буду получать ваши услуги. Видите, у нас в России... Но фактически вы начинаете пользоваться этими услугами, правильно? Тут вопрос. Я вам отвечу. Я хотел, у нас в мы опять- стране... в другое русло сейчас Да. перейдем. Не-не, Тем же пожалуйста. вопросом, который мы уже У нас в стране заранее уже потребитель поставлен в неравные условия с поставщиком услуг. Видите, я не заказываю эти, а может они мне не нужны. Но фактически вы пользуетесь ими? Но без них невозможно. Куда я денусь? Меня вот такие рамки Разрешите поставили. мне еще один Вас вопрос. никто не знаете? заставляет пользоваться услугами. Вот Андрей и я. Викторович, Потреблять А, воду, Разрешите электричество. еще один вопрос. О неравенстве говорю. Вот я сейчас подымал вопросы сверху вниз, которые вот, непосредственно с которыми мы сейчас столкнулись. Перед нами председатель Совета многоквартирных домов Антонина Михайловна. Вы член Совета многоквартирного Да. дома. Соответственно, мы работаем сами с жильцами, мы проводим собрания, чтобы вот подобного рода вопросы не возникали. Вот у них, я понял, не возникают такие вопросы. А по вашему дому, как я понимаю, или вы где-то сталкивались как председатель или член общественного совета многоквартирных домов, где-то они сталкивались. Ну тогда изложите нам, где вы сталкивались и где это нарушается. Нет. Ну, в частности, я могу сказать по своему дому. У меня ни с кем договора нет, но все с меня деньги требуют. Надо тогда Понимаете? И я не один такой. собрать в городе. коллектив Отнюдь не один. собственников, Тут деньги вас заключить договор. за что требуют? Ресурсные? За что? Как за что? За потребленные вами ресурсы, правильно? Что, не надо подменять понятия. Мы не подменяем понятия. Мы как раз пытаемся определить. Вот если, вот вы поймите, вы защищаете их, вы поймите одно. Не выполняя своих обязанностей о том, что, как вы сказали, государство дает им 1 месяц для принятия решений управляющим организациям, ресурсникам, прийти к жильцу и предложить, давайте составим договор. Нет. А они нам что говорят? Нет, не так. Евгений Витальевич, не совсем не так. Еще- Я ваши слова записал. Я еще могу один вопрос задать? Евгений Валерьевич, еще один вопрос. Витальевич. Могу задать? Евгений Витальевич. Витальевич, прошу прощения. Значит, коль так, тогда в каких случаях собственники домов могут досрочно расторгнуть с управляющей компанией, которая ненадлежащим образом выполняет свои обязанности? Какие договора? Вы о чем? Они есть эти договора? Ну, снова приходим к тому, что... Ого. Давайте попробую я изложить на вашу позицию, как управляющая компания. В принципе, И скажите, пожалуйста, сколько процентов у вас договорные эти обязательства перед собственниками вашими? я не знаю, 100% договоров есть. я не знаю, в какой управляющей компании вы состоите, но я постараюсь изложить, исходя из своей управляющей компании. Дело в том, что вот вы говорите, что вам ничего не предоставили. Вот с момента, когда либо у вас была очная форма голосования, то есть собрание, или заочная форма, перечень вопросов заложено. Исходя из того, то, что заложено, значит, управляющая компания, исходя из тех позиций, опять-таки, которые люди приняли тарифную ставку, вам больше ничего не выставляет, правильно? Нет. Вот в пределах это выставляют. Вы за это проголосовали, бюллетени собрали, либо вы в очной форме подписали, либо это заочная форма.
Вот в пределах этого они вам выставляют. А согласно, как наделенным председателем, председательствующий дома подписал договор, и они, соответственно, управляющие компании уже ресурсоснабжающими организациями заключают договор, то, что они вам оказывают услуги, и вы будете их оплачивать, а, соответственно, мы будем их обслуживать. Ну, за исключением некоторых позиций, когда там постановлением правительства входятся определенные изменения, дополнения. Вот вы, Александр Федорович, опять сказали, договора. А я опять ставлю вопрос, а есть ли они договора? Игорь Витальевич, Вот в чем. Игорь Витальевич, ну поняли, Камень преткновения. все поняли вашу позицию, а он ни с кем не заключил договор. Я понял, Евгений Витальевич. Стоп, вы неправильно Нет, я выразились. так понял. Вообще-то, я извиняюсь. Не вообще-то я мы- не заключил, А. а мне никто не предложил. Даже когда я пишу заявление, давайте заключим договор, это же Кирилловой, это же Энергоснабу, они мне отвечают, а договор не нужен, господин Школьников. Значит, цель Вот о нашей чем встречи сегодняшняя, да и вообще, я думаю, есть много вопросов, которые возникают в процессе жизнедеятельности управляющих компаний, и у жильцов, у всех, заключается в том, чтобы вот сейчас собрались вопросы, которые непонимание, они исчезали в ходе нашей жизни. А их можно, я думаю, только путем таких круглых столов и доведя в эфир до населения. И у меня последний вопрос, потому что я на предыдущем совещании точно так же задавал вопрос: пассивность самих жителей. И здесь тот же вопрос возникает: пассивность самих членов управляющих компаний в МКД, которые не смогли, значит, собрать, не смогли составить, значит, протокол решения собрания, собрать людей, заключить, вернее, внести данные договора, те вопросы, которые вот мы сейчас озвучивали, для того, чтобы управляющие компании могли после подписания выполнять свои прямые функциональные обязанности. По поводу, значит, перечня этих необходимых перечень и перечень работ. Если бы все это заложено было, если бы правильно, значит, заключен договор, были бы, значит, членов данных собственников на данном собрании, эти бы вопросы никогда не возникали. Но уже второй раз я замечаю пассивность самих собственников. Вот. Подводя вот итог, я еще раз говорю, вот, я подготовил самый последний вопрос. Какова полномочия и роль Совета в многоквартирном доме в контроле за выполнением договоров управления в МКД? Но нету, если мы не подписали, о чем может быть, кроме как вот этот воздух сотрясти и все. Конечно, эти слова-то мы выбросим, конечно. Вот. Основная цель вот в этом заключается. Есть нередивые управляющие компании, есть действительно, которые добросовестно работают. Но дело в том, что когда управляющая компания выполняет работу и делает акты, направляет его председателю либо совету многоквартирному для его подписания, ну, как вы правильно заметили, что некоторые члены совета многоквартирного и председатель, кстати, просто его не подписывают и никаких возражений не пишут. И с этого момента, с момента получения этого акта до месяца, то есть после истечения месяца, она считается подписана. Это один момент. Есть и другой фактор. Другой фактор у нас действительно управляющая компания не все делают по форме, утвержденной приказом министра Российской Федерации, и подписывают его у членов Совета многоквартирного дома. Есть такие факторы, ну, много. Но если уже мы хотим посмотреть и мониторить в ГИСе ЖКХ, эти акты, они выкладываются. Выполнение акта, они выкладывают, управляющая компания выкладывается. Если такие факты есть, я вот попрошу, даже вот в городе Канаш, вот есть вот председатели Совета многоквартирного, председатель Совета многоквартирного дома, обратиться к нам. Мы, конечно, промониторим, потому что
более у нас 10 тысяч многоквартирных домов в Чувашской республике и 5641 дом, это который находится в обслуживании управляющей организации ТСЖ. Мы не можем в силу своих технических возможностей, физических возможностей посмотреть все дома, мониторить, так скажем. Если конкретно человек к нам обратится, мы, конечно, тут же смотрим, если эти акты и по форме ли они оформлены в соответствии с приказом Минстроя, тут же мы примем меры к этой управляющей организации. То есть спасибо вот как раз таким жителям, собственникам помещений, которые активно, неважно, они правильно говорят, неправильно говорят, ну, да, путь истины управляющей компании ставят. Это, вот, за это я благодарен. Я бы хотел дополнить, что действующее жилищное законодательство позволяет собственникам определить способ управления многоквартирным домом. Если указанный способ является управлением управляющей организации, то выбрать одну из многих управляющих организаций, которая работает в соответствии с лицензией на территории города Канаш. В случае, если какие-либо услуги не оказываются, то граждане вправе обратиться с заявлением об перерасчете за неоказанные или ненадлежащим образом оказанные услуги, в том числе в случае отказа в добровольном порядке выполнить требования собственника вправе обратиться в суд в установленном законном порядке. То есть в этом случае права граждан в части выбора управляющей организации, части требований об оказании услуг надлежащего качества, они в целом широкие и просто нужно ими пользоваться. И продолжение. И проявлять Инициативу. да, членам Совета многоквартирных домов для привлечения решения тех вопросов, которые возникают в повседневной жизни и которые мы здесь подняли. Правильно? Все верно. Все верно. Вам слово. Я хочу обратиться к населению вообще города. Если присутствует телевидение, у меня вот такое желание, чтобы каждый дом имел свой совет дома. Тогда не будут никакие вопросы и коммунальным услугам, это управляющим, и мэру города, главе города не будет. По ликвидации вот этого чистого города очень много всяких разговоров из-за того, что на основании то, что дома перевели на конкурсной основе, они задают вопрос. А с нас спрашивали, что такое это нам плату за услуги, это коммунальные услуги и текущий ремонт 14,50, 14,60 установили. Откуда сразу мы должны на 200, на 300 рублей больше платить? Это касается, вот эти вопросы, чтобы не возникали, нужно было перед тем, как вот вы это постановление издать, ликвидировать вот этот чистый город, надо было работать над населением, чтобы они собрания собирали. Выбирали себе совет дома. И каждый совет дома, если участвует, как расходуются их деньги, которые они оплачивают на содержание жилья, на текущий ремонт, дано право Совету дома, любому члену, не только председателю, что они могут потребовать акты о выполненных работ, отчеты полугодовые или квартальные, чтобы просмотреть, куда наши деньги ушли, сколько списали, были ли такие работы. Они ничего не знают, где нет Совета дома. Нету ничего. Я могу перейти? Я понял. Почему я вас останавливаю? Потому что в планах у нас третья передача как раз система оплаты, повышение тарифов. Поэтому сейчас много, давайте не будем на этом зацикливаться. А у нас спрашивали, продолжайте, пожалуйста. Я просто хочу сказать, пользуясь случаем, так как это через масс-медиа, вот люди, которые, хотя вот у нас связано было с услугами, люди приглашают, допустим, управляющие компании,
для оказания ряд услуг. Хотя, допустим, на данный момент, вот буквально у меня на днях было, пришли, а у них конструктивные изменения, они хотят перенести отопительную систему или систему полотенцесушилки. Я говорю, я вам перекрывать не буду, идите в администрации, подайте заявку, пусть ваш вопрос рассмотрит, возможно это или нет. И люди начинают возникать. Вы нам несоответствующие услуги оказываете. Есть разные варианты. Поэтому, коль мы с вами собрались, нам желательно, конечно, достучаться до народа, чтобы они действительно не только могли требовать, но и свои правовые обязанности тоже имели представление. Я вас услышал по поводу изменения конструкции. Продолжите, пожалуйста. Сегодня у нас на круглом столе нет представителей администрации города. В администрации города имеется заместитель главы по вопросам ЖКХ, отдел ЖКХ, сектор муниципального жилищного контроля, отдел строительства, отдел имущественных и земельных и имущественных отношений. И вот кроме общественников, те, которые члены Совета многоквартирного дома, они-то им должны показывать пример четкого по духу и по букве закона исполнения законодательства жилищного. И вот давайте сейчас я передам в Государственной жилищной инспекции, чтобы рассмотрели. Вот 2 проекта договора управления домом. Сами догадаетесь, кто какой проект подготовил и какой проект ни в какие рамки жилищного законодательства не лезет, так как вообще не является, там нет даже услуги по управлению многоквартирным домом. Ни разу в этом договоре управления домом не названо. И перечень обязательных работ на один многоквартирный дом. Красноармейская, 72, город Канаш. И вот здесь, на этот многоквартирный дом, расписаны 4 столбца. До 5, дом для 5 этажей с мягкой кровлей, 4-5 этажей со скатной кровлей, 2-3 этажа с скатной кровлей, 9 этажей с лифтом, 1 многоквартирный дом, 1 здание. Вот такой перечень, это в составе конкурсной документации. Так? И здесь мы находим, кроме всех прочих, единственную строку здесь: вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 кубических метров ежедневно по 2 рубля 12 копеек за все 4 вида вот этих домов. Это перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества. Это уже автора назову, я уже назвал. Конкурсная документация, которая утверждена администрацией города Канаш. Конкурс еще не заключен. Победитель будет. И вот выберет, конечно, победитель, он обязан будет подписать договор управления, который включен в состав конкурсной документации. Куда денется? Вот дайте оценку. Передайте тогда. Хорошо, мы изучим обязательно, конечно. У вас все, вот, Михаил Николаевич? У меня все. Я больше могу много сказать, но хватит. Тема сегодняшней передачи – договор дороже денег. Александр Алексеевич, к вам такой вопрос. У вас очень четко налажены договорные отношения, и хотелось бы на основании договорных отношений большие задолженности или население города регулярно оплачивает, у вас больших особых проблем и конфликтных ситуаций намного меньше, чем вот в сфере ЖКХ. Да, хотелось бы услышать. Да, на сегодняшний день работа у нас по населению ведет, по взысканию задолженности, то есть также производятся у нас ограничения, пиры,
Но больше всего нас волнует, конечно, это задолженность у центра управляющей организации, которая уже имеет долги с 2018 года более 300 тысяч. То есть мы работу по нему также производим, обращение к ежемесячной прокуратуре, администрации. Ну, также производится через суды, пытаемся взыскать задолженность, но пока, можно сказать, никаких. Только ООО «Центр». Ну, со всеми остальными хорошо. Такая проблемная организация у «Центр» и «Чистый город», сейчас, которого сейчас уже стал, то есть там мораторий задолженность порядка 14 миллионов, зависит от суммы. Ну, по «Чистому городу» еще текущая задолженность осталась 1 миллион, тоже все в судах. По «Чистому городу», я думаю, вопрос у нас решится вот, по 1 миллиону. По «Центру», да, долг тянется у нас уже с 2018 года, еще раз повторюсь. Подвести итог можно? Все изложили свои заключительные речи, проблемы. Мне думается, необходимо работать с населением и принимать активное участие в таких круглых столах, для того, чтобы поменьше было подобных ситуаций. Почему я это так подчеркиваю? В первую очередь, у нас нарушены договорные отношения. Мы сейчас это убедились все. Восстановить договорные отношения. При наличии договоров уже всем структурам легче, проще работать. Вот. И побыстрее можно маневренно решить те проблемы. Волокиты меньше будет. Поэтому всем большое спасибо за принятие, за активное участие, принятие активного участия в данном совещании. Надеюсь на дальнейшую плодотворную работу, продолжение необходимо. Конечно, необходимо. Это для населения в первую очередь это полезно. И очень, вот я еще раз благодарен таким собственникам помещений, которые неравнодушны к этим своим домам. Неважно, как они, может быть, иногда неправильно трактуют. Ну, я не про вас, я вообще говорю про наши республики. Бывает, иногда неправильно трактуют, но это правильно делать для того, чтобы управляющая компания поставить на место. То есть управляющая компания тщательно начинает изучать, тщательно начинает работать. И таким я благодарен, спасибо большое. Спасибо.